Ты когда-нибудь отказывала кому-то и потом часами прокручивала это в голове? А вдруг обиделась? Может, стоило согласиться? Я слишком эгоистичная. Вот вопрос. А кто вообще сказал тебе, что твои потребности стоят меньше, чем чужой комфорт? Вина после отказа – это не признак того, что ты сделала что-то плохое. Это условный рефлекс. Тебя когда-то наказывали за несогласие, молчанием, обидой, словами «ты эгоистка». И твоя психика запомнила – граница равно опасность. Теперь каждый раз, когда ты пробуешь сказать «нет», срабатывает сигнал тревоги. Не потому, что ты виновата, а потому, что граница все еще ощущается как что-то запрещенное. Здоровая граница – это не стена, это не агрессия, это просто предложение. Вот как я могу, а вот как не могу. Все, ты не обязана объяснять, извиняться и компенсировать свое «нет» двойным «да» в следующий раз. Но пока в теле живет старый страх, граница будет казаться предательством. Поэтому сначала не учиться говорить «нет», а разобраться, почему это так страшно.